В настоящее время, когда стала остро ощущаться проблема роста стоимости традиционных энергоносителей, некоторые частные предприятия Гагаузии стали искать пути применения альтернативных источников энергии. Результатом такого поиска на одной из мебельных фабрик города Камрат стала разработка котла, который работает на биомассе, то есть на отходах производственной деятельности этой же фабрики. Автором-разработчиком изобретения является возглавлявший в то время предприятие Сергей Анастасов. В настоящее время он является примаром в муниципе Камрат. Наша съемочная группа побывала на этом предприятии и поинтересовалась, как работает данный котел. Это разработка нашего патрона Сергея Анастасова. Вот он нам на разработку. Мы уже с остальными сварщиками варили его, все. Вот он горит, как реактор. Этот котел работает на дровах, работает на опилке отхода, вот даже на биомасса. Здесь бункер, здесь загрузочный бункер. Здесь загружаешь палеты, отходы и продувало. Здесь формируются газы, и вот эти газы горят. Вот сейчас эти газы горят, и вот видите, он работает как реактор. И даже от этого и дыма почти нет. Сейчас увидите. О, дыма нет. Видите? Это чисто экологический. Разработка Сергея Анастасова. Коэффициент полезного действия данного котла очень высокий, пояснил сам автор нового изобретения. Принцип работы котла основан на получении газовой массы от используемых в качестве топлива опилок, стружек и других отходов. Однако по техническим характеристикам есть некоторые отличия от других существующих аналоговых котлов. Котел отличается по техническим данным от всех аналогов, которые есть сегодня. Значит, какие плюсы данного агрегата? Во-первых, мощность у нее от 150 до 200 киловатт. Потребляемое топливо, которое она используется, это любое. Самое главное, чтобы влажность была не больше 40-50%. В тех котлах газогенераторных горелки идут каменные, скажем, шамотные, глиняные, специального камня. У нас идет металлический. Сам металл, он накаливается, толстостенный кусок горелки, скажем так, и он накаливается, повышает температуру выхода дымов, потому что окись углерода у нас, кто знает технологию, возгорается сама окись углерода свыше 750 градусов. Если вы сегодня печки топите дрова, и там у вас температура около 500 градусов, 600, естественно, что вы 30% газов, может даже 40%, они все уходят просто в небеса, загрязняя атмосферу, и вы теряете в средствах. Сегодня благодаря таким способам такой горелки, где температура образовывается свыше 1300 градусов, и сам металл, горелка, она является красного цвета, где она еще помогает дополнительно, чтобы даже пар, который выходит не в большой концентрации, если будет древесина, конечно, 100% влажности, там процесс не будет. А когда она имеет от 20 до 40, то в этом случае мы имеем очень высокий КПД. Нынешний руководитель предприятия Людмила Анастасова отметила, что данный котел запатентован и уже участвовал на республиканских выставках и даже за рубежом. Финансовую помощь в разработке данного котла оказала Академия наук Республики Молдова. Да, мы получили финансирование на производство данного котла. Котел был изобретен, испытан, к чему является вот этот вот патент, который у нас есть на сегодняшний день, запатентирован. С данным котлом мы участвовали на выставке в городе Кишиневе, то есть на республиканских выставках, а также участвовали в ЯСах и получили серебряную и золотую медаль. То есть в прошлом году серебряную, в этом году мы получили золотую медаль за данный вид изобретения, инновационный. Да, поэтому я считаю, что это очень на данный момент актуальный вопрос, и поэтому будущее только за инновациями. И используем недорогие энергоносители, это стружка, отходы производства, ДСП, ДВП, те же обрезки виноградников, обрезки лесов, полей и так далее, кукуруза, все. То есть все, что горит, да, даже солома, все, что горит, мы можем использовать в данном котле. В
планах на будущий год, сообщила госпожа Анастасова, предусмотрено не только производство и реализация мебели, которыми предприятие занимается около 18 лет, но и серийный выпуск разработанного котла как для промышленного применения, так и для его использования в домашних условиях, поскольку авторское право на его изобретение позволяет это делать.